А если нам придется признать, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какими будут отношения Таджикистана с Афганистаном и талибами, по мнению экспертов. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Правительство движения «Талибан», вопреки ожиданиям и требованиям мирового сообщества и соседних стран, оказался абсолютно протиталибским. Таджикистан ранее грозился не признавать власть, сформированную таким образом. Смиряться ли с новой реальностью в Душанбе и какие взаимоотношения могут быть у Таджикистана с правительством талибов? Возможно, Россия будет использовать Таджикистан как платформу неформальной связи с афганской оппозицией. С одной стороны, такой подход гарантирует безопасность интересов России в Афганистане, с другой – сохраняет баланс и дает возможность быть готовыми к изменению ситуации. Позицию Таджикистана относительно правительства Талибан в очередной раз озвучил министр иностранных дел Сираджиддин Мухридин. Об этом мы рассказывали в прошлом видео. Ранее аналогичное заявление сделал Эмомали Рахмон во время встречи с главой МИД Пакистана Шах Махмудом Курайши. Независимый политолог Парвиз Муладжанов отмечает, что для окончательного признания или непризнания власти талибов в Афганистане таджикские власти, возможно, будут смотреть на реакцию союзников по ОДКБ и ШОС на позицию Москвы, Пекина и Тегерана. Отношения в любом случае не будут хорошими, даже если их признают. Они не смогут избавиться от разных экстремистских групп, и вряд ли по-настоящему кто-то с ними будет дружить, полагает эксперт. Между тем, противоположную позицию занял Ташкент, который приветствовал создание Временного правительства талибов. Китай также заявил о готовности к диалогу с правительством Талибан в Афганистане. Пекин надеется, что созданное талибами правительство окажет противодействие терроризму, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Веньбинь. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия пока будет наблюдать за первыми шагами нового правительства Афганистана. Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане, отметил он. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечает, что США и более 20 стран-партнеров дали понять, что хотят от Талибан выполнения своих обязательств. Провел продуктивную министерскую встречу по Афганистану с участием более чем 20 союзников и партнеров. Сильное единство в разъяснении. Мы ожидаем, что Талибан выполнит свои публичные обязательства в отношении инклюзивности, безопасного пути, прав человека и борьбы с терроризмом, написал американский высокопоставленный чиновник в своем твиттере. А как вы относитесь к таким мыслям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам политолога из Душанбе, отношение к правительству талибов будет зависеть от множества факторов, и однозначно что-либо утверждать пока сложно. Если талибы намерены полностью взять власть, мы не сможем, как узбеки или туркмены, с этим смириться и отказаться от своего подхода, которому придерживались последние 25 лет. Если сопротивление продолжится, возможно, Таджикистан будет развивать свою политику в отношении Афганистана. Вместе с тем, по словам эксперта, наряду с угрозами существуют и определенные перспективы. Китай и Пакистан могут ускорить строительство транспортного коридора Кульма-Ишкашим, Файзабад-Кабул, который может соединиться и с Читролом и дать нам большие экономические преимущества. Раньше в Кабуле препятствовали проекту, но сейчас ключи от афганской политики у Пакистана, отмечает эксперт. Но попытку непризнания талибов со стороны Душанбе оценивают и как политическую возможность для руководства республики. Для Пешво и Милат абсолютное непризнание Талибана и солидарность с афганскими таджиками – это просто золотая жила. Давно ему не удавалось так консолидировать общество на отвлеченной от проблем самого Таджикистана националистической основе, пишет в своем телеграм-канале российский эксперт по Афганистану Александр Князев. Накануне, выступая на торжественном собрании по случаю 30-летия независимости Таджикистана, Эмомали Рахмон заявил, что нестабильность и трагедия в Афганистане – это результат вмешательства зарубежных стран, и раскритиковал международные правозащитные организации. Политолог Парвиз Муладжанов допускает, что Таджикистан может стать платформой поддержки антиталибской оппозиции. Возможно, Россия будет использовать Таджикистан как платформу неформальной связи.
Ранее источники отмечали, что представители паншерского сопротивления находились в контакте с российскими спецслужбами и военными и встречались с ними в Душанбе. Тем не менее, официальная Москва выступала крайне сдержанно по событиям в Паншере. В настоящее время ни одна страна мира официально не признала правительство Талибан в Кабуле. Как вы относитесь к тому мнению, что теперь для Имамали Рахмона тема с Талибаном станет золотой жилой и будет отвлекать таджиков от насущных проблем в стране? Вы согласны с этим? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!